Добрый вечер, это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока. Герои сегодняшней игры – это Альбина и Алена. Привет, девчонки. Привет. Я живу в Казани. По образованию менеджер. Татарский я знаю на базовом уровне и хотела бы его улучшить. Но несмотря на это, я верю в победу. Удача всегда со мной. Здравствуйте, меня зовут Альбина, мне 26 лет, я из города Казани. За меня будет болеть мой сын Дамир. Татарский язык я знаю не очень хорошо, но хочу это исправить. И думаю, что сегодняшняя победа будет моей. Мама, я желаю тебе удачи. Альбина, Алена, правила первого тура нашей игры очень просты. Сейчас перед вами появятся две темы. Необходимо будет выбрать одну из них и решить, кто из вас будет первый выбирать. После этого я дам вам 10 слов, которые надо будет перевести с русского языка на татарский. При этом у вас будет 3 варианта ответа. Ответите правильно, получите 2 балла. Ответите неправильно, право ответа перейдет к вашему сопернику, и он может заработать 1 дополнительный балл. Все понятно? Да. Это телеигра «Переведи». Мы начинаем. Let's go. Алена, Альбина, 2 темы. Кулинария, цвета. Кто выбирает? Я выбираю цвета. Отлично. Выбирает Алена, и она выбрала цвета. Играем в цвета с вами. Алена, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет синий? 3 варианта ответа. Зенгер, менгер и тус. Мне кажется, зенгер. Вам кажется зенгер, и это правильный ответ. Менгер – это название известной татарской деревни, а тус – это цвет. Итак, Альбина, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет зеленый? Ок, козел, яшель. Яшель. И это правильный ответ. Теперь мы с вами знаем порядок цветов на флаге Республики Татарстан. Яшель зеленый, ок белый, а козел красный. Алена, итак, 3-й вопрос, играем с вами. Как на татарский язык переводится слово «голубой»? Ошек зенгер, куе зенгер, тюсле. Я затрудняюсь ответить. Мне кажется, второй вариант. Второй вариант, вам кажется. Повторить не смогу. Принято. И это неправильный ответ, к сожалению. Альбина, как вы думаете, ошек зенгер или тюсле? Ошек зенгер. Ошек зенгер. И это правильный ответ. Куи зенгер это темно-синий. Ошек зенгер это светло-синий, то есть голубой. А тюсле это цветной. Альбина, играем с вами. Переведите на татарский язык слово коричневый. Сары, күрән, кара. Второй вариант. Принято. И это правильный ответ. Кара это черный, сары желтый, а күрән это коричневый. Алена, скажите, пожалуйста, татарский, я так полагаю, ваш не родной язык, правильно? Нет, не родной А язык. где изучали татарский язык? Татарский язык я изучала в школе. Так. У меня многие друзья татары. Ну, Также. То есть, когда вот друзья разговаривают на татарском, ну, Да, в целом да. контекст понимаете. Да, да. Отлично, это достойно уважения. Играем с вами. Как по-татарски будет розовый? Ну, такой любимый цвет Да. многих Блондинок. девушек. Блондинок тут. Я побоялся это говорить. Окла коралла, зенгерсу и алсу. Мне кажется, первый вариант. Вы знаете, розовый цвет таких вот Цветов. популярных татарских. Певиц. Как вы думаете, какой все-таки? Надо подумать. Давайте мы лучше поразмышляем с вами. Не будем торопиться с ответом. Всякое бывает в жизни. Люди ошибаются. Акlı коралы, зенгерсу или алсу? Но так как моя любимая певица Алсу, мне кажется, все-таки Алсу. Мнение изменилось, и это правильный ответ. Акlı коралы это черно-белый. Зенгерсу синеватый, голубоватый. А вот в действительности алсу это это красный, су. Алсу немного красноват, то есть розовый цвет. Играем с вами, Альбина. Как по-татарски будет фиолетовый? Шаматат, шамаха, кук. Шаматат, шамаха И кук. и кук.
Конечно, у меня почему-то два варианта, но такого быть не может, поэтому я Да, я вам как склоняюсь ведущий этой программы говорю, что такого быть не может. Иногда Первому бывает, но в варианту. этом случае нет. Первый вариант. Первый вариант. Шаматет. Да. Вам знакомо слово шаматет? Ну ладно. Принято. И это неправильный ответ. Алена, есть возможность наверстать упущенное и выбрать. Мой вариант шемехе. Принято. И это правильный ответ. Шаматет – это злорадство. Шамаха – это фиолетовый, а кук – это небо или небесный. Так, 7-й вопрос. Играем с вами, Алена. Алена, скажите, пожалуйста, как на татарский язык переводится слово «серый»? Суран, суро, саран. Такие все одинаковые варианты. Мне Поверьте мне, кажется, наши редакторы стараются усложнить вам жизнь. мне кажется, третий вариант более подходит. Да? Для людей. Принято. И это неправильный ответ. Альбина, как вы думаете, суран или суро? Суран, наверное, скорее всего. Первый вариант ответа. Да. Принято. И это неправильный вариант ответа. Дело в том, что серый – это суро. Суран – это хамелеон, а саран – это жадный, скупой человек. Альбина, играем с вами. Скажите, как по-татарски будет золотистый? Шахри, алтын-су, алтын. Алтын. От слова золото. Или алсу. Золотистый. Шахри, алтын-су и алтын. Давайте второй вариант. Алтын-су. Принято. И это правильный ответ. Дело в том, что алтын – это золото, алтын-су – это золотистый, а шахри – это лучезарный. Алена, играем с вами. Скажите, как по-татарски будет бирюзовый? Фирузе или фирезе, фирасет и ашык яшель. Фирузе, фирасет, ашык яшель. Конечно, я вообще не знаю таких цветов на татарском языке. Мне Вы вообще кажется, представляете себе бирюзовый? бирюзовый, да, это мой любимый цвет. Как вы можете посмотреть, часы, браслетики. Мне кажется, фиросет. Второй вариант. Да. Может, первый? Может быть и первый. Вы не подсказываете? Не знаю, я уж сам не понимаю, что я делаю, но ладно. Я остановлюсь на первом варианте. Принято. И это правильный ответ. Дело в том, что фиросет – это проницательность. Ашык яшель – это светло-зеленый, а фирузе – это бирюзовый. Знаете, ваш любимый цвет – это фирузе. Альбина, скажите, как по-татарски будет изумрудный? Зюбержет төсле, аксыл зәңгәр, зәлил. Как будет изумруд по-татарски? Зялиль, наверное. Оксыл зәңгәр. А изумрудный, это еще пока сложно даже представить, что за цвет изумрудный. Бирюзовый? Не знаю, изумрудный. Изумрудный. То есть, если девушка спрашивает у молодого человека, изумрудный это какой, мне кажется, у нас у мужчин есть черный, синий, красный, зеленый, белый, желтый. Изумруд. У нас нет лососево-розовых, Да, коралловых. коралловых, коралловато-лососевато-розовых, цвета морской волны, цвета цветущего озера, цвета поблекших водорослей и так далее. А мой вариант 3. Зялиль. 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 Ай, ну ладно. Это неправильный ответ. Алена, либо зубержет төсле, либо аксыл зәңгәр. Ну, мне так кажется, в изумрудном присутствует зеленый цвет такой. Зангер. Аксыл зангер. Аксыл зәңгәр. Принято. И это неправильный ответ. Дело в том, что аксыл зәңгәр это лазурный такой. Вот такого цвета мужчины мы тоже не знаем, если честно. Лазурный, очень удивительный цвет, видимо. Вот. То есть беловато-синеватый.
получается. Зангар это синий. Залиль это низкий, презренный. А вот зубаржат это изумруд. Зубаржат төсле цвета изумруда или изумруды. На этом первый тур нашей игры подошел к концу. Алена, Альбина, вы набрали по 7 баллов. У нас равенство. Впереди нас ждет второй тур и новая партия слов. Оставайтесь на нашем канале. Это телеигра «Переведи». Меня зовут Ильсур Нафиков, в эфире телеигра «Переведи». Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют Алена и Альбина. Первый тур позади, и у нас абсолютное равенство по 7 баллов. Вы готовы играть дальше? Да. Конечно. В эфире телеигра «Переведи». Сейчас начнется второй тур. Дело в том, что правила второго тура очень похожи на правила первого. Традиционно появляются две темы, вы выбираете одну из них, потом предлагается 10 слов перевести, в этот раз с татарского на русский. Также 3 варианта ответа, отвечаете правильно, получаете 4 балла, отвечаете неправильно, есть возможность заработать дополнительные 3 балла у вашего соперника. Все понятно? Да. Да, Точно? точно. Сегодня я в малине, друзья мои, у меня отличное настроение, и мы начинаем второй тур. Алена, Альбина, темы «Еда и экономика». Кто выбирает в этот раз? Наверное, теперь я, да? Да, я уступаю право. Мне нравится еда, потому что Нет. слова поменьше. Нет, мне тоже нравится еда, в принципе, потому что это приятнее, чем экономика, но тем не менее. Играем в еду, точнее, играем в тему еда, с вами Альбина. Как с татарского языка на русский переводится слово «ошамлыклар»? Продукты, цветы, яблоки. Продукты. Принято. И это правильный ответ. Цветы это щащакляр, яблоки алмалар, а продукты ошамлыклар. Алена, как с татарского языка переводится слово «май»? Масло, сыр, сметана. Первый вариант – масло. Принято. И это правильный ответ. Действительно, сыр это сыр, сметана каймак, а вот май это масло. Альбина, как с татарского языка переводится яшельща? Зеленое яблоко, овощи, фрукты. Фрукты. Еще раз прочитаю вопрос внимательно, пожалуйста. Как с татарского языка переводится слово яшельща? Зеленое яблоко, овощи, фрукты. Овощи. Я еще раз прочитаю внимательно вопрос. Как с татарского языка переводится слово яшельща? Зеленое яблоко, овощи, фрукты. Конечно, первый вариант. Говорят, манипуляции не существует, друзья мои. Она существует. Давайте ваш окончательный ответ все-таки. Ну, фрукты. Фрукты. Окей, как скажете. Фрукты, принято. И это неправильный ответ. Алена, как вы думаете, яшельща это зеленое яблоко или овощи? Мне кажется, это овощи. Ну, расскажутся, здесь не поспоришь. И это правильный ответ. Зеленое яблоко яшель алма. Фрукты жиляк жимыш. А вот яшельща это овощи. Четвертый вопрос. Играем с вами, Алена. Как с татарского языка переводится слово каздарылган? Вяленый, жареный, вареный. Но так как в этом слове очень много звонких букв, мне кажется, это жареный. Принято. И это правильный ответ. Вяленый коклаган, вареный пышкян, а каздарылган это жареный. Альбина, как с татарского языка на русский переводится слово оксам? Белок, углевод, жир. Белок. Уверены? Нет? Но белок. Принят. И это правильный ответ. Действительно, оксам это белок, углевод это углевод, а жир это май. Играем дальше, Алена, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится слово яраклалак? Яраклалак. Состав. Годность. Ящик. Яраклалек. Даже тяжело выговорить. Мне кажется, это годность. Принято. Это правильный ответ.
Действительно, состав – это состав, ящик – это тортма, а вот яраклылык – это годность. Играем с вами, Альбина. Как с татарского на русский переводится слово «кузгалак»? Щавель, свекла, полынь. Наверное, полынь. Напоминаю, тема еда, Альбина. Как с татарского языка переводится слово «кузгалак»? Щавель, свекла, полынь. Щавель. Принято. И это правильный ответ. Действительно, вполне разумный ответ. Щавель. Свекла, щегендер, а полынь это эрем. Алена, как с татарского на русский переводится слово уэлдак? Уэлдак. Уэлдак. Корень, персик, икра. Икра. Принято. Алена, скажите, пожалуйста, мы все задаемся этим вопросом. Как вы это делаете? Я как-то сопоставляю слова «олдык», кому больше подходит перевод. Мне кажется, икра. Это правильный ответ. Действительно, уэлдок это икра, тамар это корень, а персик это шефталу. 9-й вопрос, играем с вами, Альбина. Как с татарского языка на русский переводится слово «корбан балага»? Корбан балага. Сом, лещ, щука. Так. Сом, лещ и щука. А как дословно переводится корбан балага? Пусть будет лещ. Принято. И это правильный ответ. Сом жаин балага, щука щуртан, а вот корбан балага это лещ. 10-й вопрос, Алена, играем с вами. Как с татарского языка переводится слово алабуга? Окунь, лосось, карась. Алабуга, мне кажется, это район в Татарстане. На самом деле вы не ошибаетесь, действительно, Алабуга это район и город в Татарстане. И это одновременно либо окунь, либо лосось, либо карась. Скорее всего, окунь. Принято. Правильный ответ. Действительно, лосось это Сулейман балага, карась это караке, а вот Алабуга это окунь. Уважаемые телезрители, уважаемые участницы, на этом второй тур нашей игры подошел к концу. По итогам второго тура впереди вы, Алена, у вас 23 балла. Альбина, у вас 16 баллов. По итогам первых двух туров в сумме у вас 30 баллов, Алена, у вас 23 балла, Альбина. Впереди нас ждет финальный раунд. И именно там решится, кто на самом деле знает лучше татарский язык. Увидимся совсем скоро. Вы смотрите телевизионную игру «Переведи». Это игра, в которой победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодняшние участницы – это Алена и Альбина, дошли до финала с разными баллами. Кто одержит победу в этой схватке? Алена или Альбина? Кто знает татарский лучше? Покажет финальный раунд. Алена, Альбина, правила финального раунда очень простые. Сейчас перед вами появятся две темы. Надо будет выбрать одну из них. После этого я дам вам 10 слов, которые надо будет с русского языка перевести на татарский язык. Правда, в этом случае вариантов ответа предложить я вам не могу. Если ответите правильно, получите 4 балла. Если нет, то право ответа перейдет к вашему сопернику. И в этом случае он может заработать аж 5 баллов. Все понятно? Понятно. То есть цена ошибки очень велика. Да. Это финальный раунд. Телеигра «Переведи». Давайте сделаем это вместе. Алена, Альбина, две темы. Календарь, растения. Выбирайте вы, Алена, поскольку у вас больше баллов по сумме первых двух туров. Я выбираю календарь. Вы выбираете календарь, мы играем в календарь и зачеркиваем даты. Итак, скажите, пожалуйста, Алена, как по-татарски будет день? Кен. Принято. Это правильный ответ. Альбина, как по-татарски будет неделя? Одна. И это правильный ответ. Алена, как по-татарски будет один? Бер. И это правильный ответ. Альбина, как по-татарски будет два? Ике. И это абсолютно верно. Алена, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет месяц? Ай.
Это правильный ответ. Альбина, как по-татарски будет год? Ел. И это абсолютно верно. Ощущение абсолютного равенства. Вы знаете, мне кажется, кто же, где же, когда же этот момент наступит. Я понимаю, что сейчас за вас болеет и переживает много друзей. Алена, как по-татарски будет понедельник? Душанбе. Принято. И это правильный ответ. Альбин, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет пятница? Жумга. Принято. И это правильный ответ. Алена, это последний вопрос, который, скажем так, адресован вам по праву, но не из бонусных. Как по-татарски будет четверг? Пенджишанбе. Принято. И это правильный ответ. Альбина, как по-татарски будет среда? Шершембе. И это правильный ответ. Финальный раунд состоялся, и состоялся так, что ни разу в этом финальном раунде никто не ошибся. Алена, вы набрали 50 баллов. Альбина, вы набрали 43 балла. Я вас обеих поздравляю, это была действительно знатная битва. И победил тот, кто лучше знает татарский язык. От телекомпании «Татарстан. Новый век» и телеигры «Переведи» мы дарим вам полезные подарки. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, вы тоже можете принять участие в телеигре «Переведи» и проверить свои знания по татарскому языку. Для этого позвоните по телефону в Казани 570 50 76. Нам прежде всего интересны люди, владеющие татарским не на разговорном, а на начальном и среднем уровнях. С вами была телеигра «Переведи» и я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Пока-пока. Игра очень сильная, я так скажу, потому что я очень боялась играть, если честно, потому что я не уверена в своем татарском языке, о чем я очень, конечно, жалею. Но я надеюсь, что я подтяну и, может быть, еще раз к вам приду и все-таки победю, как говорится, да, выиграю. Но соперник у меня был действительно сегодня очень сильный. Я даже можно сказать, что я расслабилась и не поверила Алене, но она сделала меня. Я хочу сказать спасибо за игру. Мне очень понравилась игра. Достойный соперник. Много новых слов для себя открыла я. Узнала новых слов. Победила благодаря своей интуиции и школьной программе. Все очень просто.